Приветствую вас, дорогие мои, на моем канале. С вами Инесс. И давайте с вами погадаем на ноябрь. Возьмем вот колоду такую прекрасную, Таро Колесо года. И посмотрим несколько сфер. Вот сегодня вот так будем на ноябрь гадать. Так, ну здоровье тезисно. Финансы. Личная жизнь. Карьера, кому интересно. Уроки. Возможности. И совет. Итак, здоровье. Ну, смотрите, хорошие, в принципе, карты на здоровье. Карта мага. Тут туз пентаклей, правосудие и маг. Что могу сказать? У кого-то будет, да, тут, возможно, обращение к врачу. Маг, вот, да, показывает часто на врачей. Но тут, знаете, тут такое что-то запланированное. И по правосудию, да, вот если знаете за свои проблемы какие-то, вовремя обращаетесь. Тут хороший исход, туз пентаклей. Ну, возможно, у кого-то какая-то, ну, какие-то платные услуги тут могут быть. Вот, ну, может быть, тоже, да, там по красоте что-то тоже может сюда относиться. Вот, в общем, туз пентаклей всегда радует. Да, вот главное не заниматься самолечением в любом случае. Тут прям вот, ну, реально специалист вам тут показан. Если что-то у кого-то тут случается, обращайтесь к специалисту. И по тузу пентаклей тут будет вам счастье. Да, ну, в смысле, излечение, выздоровление. Ну, так, тезисно мы глянули. Так, финансы в ноябре. Ух ты, как грустно-то. Что ж такое-то? Ну, вот финансы поют романсы, к сожалению, почему-то. Тут, может быть, да, у кого-то просто застой в делах. Четверка мечей. Вот просто никуда ничего не движется. У кого-то что-то, если даже куда-то двигалось, тут по тузу мечей может как-то резко раз и прекратиться там поток заказов, клиентов, там у кого какая работа. Почему-то вот так вот. И пятерка мечей с чем может быть связано? С каким-то обманом, обман, предательством. Давайте посмотрим, может, все-таки можно как-то выровнять. Прям очень, очень грустные карты на денежку выпали. Почему так плохо все? Ну, тут, кстати, тут луна. Тут, может быть, какая-то женщина вмешивается, путает вам карты. Банковские банкноты эти чудесные. В общем, какая-то королева кубков. Тут по карте луна, да, тут откуда обман? Луна это также вот какой-то подковерные интриги какие-то. Вот, и восьмерка мечей, да, опять-таки закрытие. Ну, тут шершеля фам. Ищите женщину, которая ставит палки в колеса. Ну, смотрите, тут такое ощущение, что есть возможность прекратить эту какую-то деятельность нечестную. Может помочь в этом мужчина. Или, да, если ваше прям такое желание сильное, там вы даже можете сами проявить какие-то мужские качества, чтобы эту женщину на чистую воду вывести. Ну, вот смотрите, ноябрь, видимо, для этого тут дается как раз вот разобраться с этой мадам, оставить в прошлом. Безденежье, ситуацию с деньгами не очень хорошую, да, ну, правда, человек какой-то мешает. Что за женщина? Давайте попробуем разобраться, кто она такая, может, вы как-то узнаете ее. Девятка чаш. Слушайте, это близкое окружение, очень жадная женщина, близкое окружение. Если вы очень, ну, какие-то близкие отношения имеете по работе, да, на работе там какой-нибудь сплоченный коллектив, то прям самая-самая-самая близкая коллега. Если, например, да, другого рода работа, девятка чаш, тут прям вот человек из семьи, очень жадный, очень, ну, цепляющийся и за свои, скажем так, финансы, и за чужие. Да, вот маркетанит реально, верховная жрица, как это, скрытно, да, скрытно все, скрытно делает. В общем, какая-то тут женщина очень плохо влияет на ваши финансы. Вот что могу сказать. Ну, как-то вот так. Неожиданно. Так, что тут дальше у нас? Личная жизнь в ноябре.
Здрасте, приехали. Ну что за ноябрь вообще? Вот посмотрите, вот, ну как так? Ой, королева мечей, девятка мечей, башня. А вообще, знаете, может быть, не так все плохо. Тут как раз-таки вот эта девятка мечей, ситуация у кого в личной жизни тяжелая. Ну, по королеве мечей тут можно сказать, да, кто это сигнификация, если не берем именно стихийную сигнификацию, что королева воздуха. Тут можно сказать, женщина в разводе, женщина одинокая, женщина вдова тоже, да, ну, в общем, женщина, которая не имеет на данный момент пары. И эта ситуация уже долгое время длится, и женщина от этого страдает. Ну, смотрите, башня, в принципе, что я ругаюсь-то, башня идет на вот эту вот девятку мечей. И давайте смотреть, после башни в ноябре, что ждет в личной жизни. Ага, вот так. А жизнь-то начнет налаживаться, ну, слава богу. В общем, конец одиночества. Смотрите, как быстренько идет в вашу жизнь человек. Кому-то идет человек с любовью. Да, у кого все, ну, как бы, да, есть уже пара, просто, может быть, не лучшие времена, да, вот в отношениях. Тут гармонизируется, да, мужчина начинает проявлять любовь, вы к нему тоже. Тут десятка чаш, вся семья в сборе, вся вместе. Если вы одиноки, тут большая вероятность. Сердечный друг к вам все-таки идет. Сколько можно злиться и сидеть в одиночестве, да, вот после вот таких вот горестных испытаний. Ну, кто-то прям реально прям в заморозке долго, девчонки, мальчишки. Кто-то долго в одиночестве. Ноябрь несет вам исполнение мечты. Карта звезда. О чем вы мечтаете в личной жизни? Ну, вы мечтаете, чтобы разбитое сердце вам подлечили. Да, какой-то вот энергичный человек, чтобы ворвался в вашу жизнь со своей страстью. Ну, и чтобы вот по-честному, да, все было. Все было по правде и по-честному. Ну, так есть, так и будет. Пускай. В общем, те, кто этого желает в ноябре, пускай это случится. Да, обнуление идет, видите, карта шута дурака на дне колоды. Заканчивается одиночество, период. Ну, кто-то выходит уже в большую семейную тут жизнь. Кто-то может войти. Так, что там у нас дальше? Карьера. Давайте смотреть, кто у нас тут есть, кто карьерой интересуется. Ой, ну тут кто-то может выйти прям в хорошие какие-то начальствующие такие позиции. Это один момент. Особенно, да, те, кто озабочен своей карьерой, кто за свою карьеру как-то вот борется. Тут ваша борьба, в общем, обретет успех. По второму моменту можно сказать, да, тут, возможно, ваше руководство на вас обратит внимание. Тройка пентаклей. Тут, ну, тройка пентаклей — это всегда какие-то вот договора, да, вот какие-то, может, новый функционал какой-то, что-то придется делать, но не так вот, да, как вот прям вот, как стахановец там в шахте. Нет, тут именно адекватная нагрузка, но вы как на примете у начальства, и ну, вам дают какие-то проекты, какие-то задания, с которыми вы прекрасно справляетесь тут. Ну, и вы тут конкурентоспособны, и реально тут побеждаете. Да, кто-то прям на пороге чего-то нового стоит, да, вот, может, нового какого-то поста, должности. Да, и праздновать будете еще по этому поводу. Ну, тут я вас поздравляю, кто ждет какого-то повышения по службе. Ну, давайте посмотрим для тех, кто безработный. У меня таких тоже есть. Может, кто-то ищет, найдете что-нибудь в ноябре. Ой, семерка чаш. Вообще, кстати, да, вот семерка чаш вроде как такая иллюзорная карта. Двойка жезлов. Тут еще, может быть, что-то даже можно будет выбрать. И двойка кубков. Двойка кубков, да, тут, возможно, вы найдете место, которое действительно вам придется по душе. Да, посмотрите, туз кубков на дне колоды. Тут однозначно кто-то может подыскать себе новое место работы. Тузы — это всегда что-то новое, причем с хорошими эмоциями в вашу жизнь идет. Так, уроки. Уроки. А кто-то, смотрите, кто-то тут прошел, да проходит урок. Карта смерти, карта суда и десятка мечей. Да, болезненный какой-то урок.
возможно, в ноябре. Ну, как, да, экзамен уже получается. Смерть, трансформация, изменения, перемены и страшный суд. Это вот, ну, у меня такое ассоциируется, такая карта, что вы как с достоинством прошли, да, испытания свои. Десятка мечей, испытания были очень тяжелые, очень сложные. Но вы с достоинством их преодолели, и по страшному суду тут, ну, какие-то должны быть вам награды. Ну, давайте посмотрим, какие все-таки вы тут прошли испытания, может, увидим. Ну, тут, в общем, связано тут больше с любовной сферой. Любовь, карта выбора, кармический, причем какой-то был выбор тяжелый. И девятка жезлов. Много реально было испытаний, преград. Ну, вы, кстати, не сидели сложа руки, а работали. И долгая трансформация у кого-то была. Это не сейчас началось. Просто вот в ноябре, мы же ноябрь смотрим, да, в ноябре вы как увидите свет в конце туннеля. Да. Опять, да, кармическая карта, колесо фортуны. Будем надеяться, что уже в вашу сторону повернется. Ну тут реально по десятке мечей. Тут всегда, ну, настолько это душевные тяжелые переживания, что просто даже на физическое тело могло даже передаваться. И вы тут с успехом это все преодолели. Ну, какие тут подарки? Ну, кому что надо, да, подарки идут. Это рыцарь Пентаклей, да, но не будем прямо так позиционировать, что это именно прям мужчина, да, кому-то вот не надо, там, да, вот не нужен мне мужчина и другое что-то. Просто эта вот карта ассоциируется с подарками, с наградой от Вселенной за пройденные уроки. Так, какие возможности откроет вам ноябрь? Восьмерка. Слушайте, ну тут какие-то новости у вас будут. Девятка пентаклей, да, о каком-то обогащении. Причем заслуженном обогащении. И по тузу жезлов тоже как новость. И это будет не разовая акция. Это вот как бы, да, на какой-то новый уровень вы можете выйти. В финансовом плане, скорее всего. Ну, как правильно, что там, вот эту вот красавицу, которая палки в колеса по финансам вставляет, да, вы тут с ней разберетесь, и сразу дороги откроются на финансы. Правильно, все логично. Ну да, возможности есть. Единственное, что, ну, они непростые такие будут. Причем возможности прям реально в лучшее будущее себя ввести. По десятке жезлов, ну, сложности будут. Не могу сказать, что прям вот так само собой тут провернется что-то. Да, через преграды, но опять по факту в конце будет четверка жезлов, праздник в доме. Ой, тут прям какие-то сегодня у меня собрались бойцы, да, вот за свое будущее со своими трудностями, которые вам посылает судьба. Вы прям сражаетесь тут реально. И в личной жизни с достоинством все прошли, и в финансах, да, очень бы хотелось, честно, зарабатывать, но вот какая-то гнида, не побоюсь этого слова, влезает, ну, ворует даже, вот по этим картам можно сказать, что у вас прям ворует, там, вплоть до того, что прям вот из кармана, да, вот вытаскивает кошелек, придя к вам в гости или там на работе вы там сумку оставляете, вот правда, тут какая-то прям, ой, мошенническая такая карта. Вот. И в карьерном росте вы тут вообще по красоте у меня проходите. В общем, ноябрь интересный будет. И, знаете, такой, ну, как, да, иногда мы как не видим перемены, они приходят как-то вот незаметно, да, вот как-то постепенно. А тут прям будет резкий контраст по многим сферам, что вот прям вот сегодня прям на минусах все. Вы завтра видите, что вот как, ну, новая жизнь началась прям. Вот, что-то такое. Ну, совет. Какой совет? Принцесса кубков. Ну, это Паш, да, у нас. Не совет даже, а просто, знаете, послание такое, что вот в вашу жизнь что-то идет очень, очень для вас приятное, новое, то, что вас будет радовать, хорошие эмоции вызывать в любой сфере, какая бы тут ни рассматривалась, да, какая вас больше интересует. Вы тут в ноябре можете получить
правда, заряд хороших эмоций. И несмотря на то, что осень, там конец года, все такое, нет, тут у вас прям вот какая-то такая... воспарите, тут прям какие-то такие идут энергии. Ну, вот как обычно весной такое, а у вас вот осенью будет в этом году. Ну, вот так вот все поменялось. В общем, желаю вам хорошего ноября, продуктивного. Найти, разобраться, да, со своими недругами. Пускай они не мешают вам работать и зарабатывать в личной жизни. Всем любви и добра. Ну и с уроками я вас поздравляю. Вы тут хорошо себя вели. Ну, правда, тут прям по этим картам реально достойно все прошли. То, что вам неспослано. Всем удачи, всем любви, всем счастья.